Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я Динара Аргин. Сегодня в программе. Контрразведка НАТО получила неопровержимые доказательства того, что нападения на немецких женщин со стороны мигрантов, а также антиисламские погромы по всей Германии финансируются и управляются из Москвы с целью свергнуть правительство Меркель. Мы по этому поводу беженцев всех там свалим, устроим здесь бучу. Я думаю, это именно так это все. Турецкая полиция открыла огонь резиновыми пулями по читателям закрытой властями оппозиционной газеты «Заман». Противостояние граждан и полицейских из-за запрета самой популярной турецкой газеты продолжается уже 3 дня. В Турции сейчас нет справедливости. Мы считаем, что происходит вторжение в медиапространство. Самый известный спасатель – горнолыжник Алма-Аты. Алексей Ретивых не только научился справляться со своей инвалидностью, но и ежедневно спасает тех, кому не повезло на лыжных трассах. Надо не отчаиваться, да, не настраивать себя на какие-то там негативные мысли. Apple против ФБР. Почему Тим Кук отказывается передать под контроль американских спецслужб личные данные пользователей всех айфонов? Они хотят заставить нас написать программу, которая бы сделала уязвимыми сотни миллионов наших клиентов по всему миру. Нападение мигрантов на немецких женщин в Германии, а также погромы ультраправых в отношении беженцев с Ближнего Востока спланированы российскими спецслужбами. Об этом заявил директор стратегического центра по связям НАТО Янис Старц в интервью сразу нескольким британским изданиям Independent, Guardian и Observer. По мнению Старца, контрразведка НАТО имеет неопровержимые доказательства, что Россия вмешивается в ситуацию в Германии с целью ее дестабилизации и отстранения от власти Ангелы Меркель. Также, что Россия финансирует экстремистов как из среды беженцев, так и из числа ультраправых в Европе, чтобы использовать их как рычаг воздействия на европейских политических лидеров. Россия создает хорошо продуманную и управляемую экстремистскую сеть в Европе. И в Германии в частности. Вопрос сирийских беженцев сейчас используется как никогда вовремя и удачно. Примером этого стали совсем недавние нападения групп беженцев на граждан Германии в Кёльне и других немецких городах. Есть неопровержимые доказательства тому, что все эти акции были организованы и искусно управлялись Москвой. Их цель была дестабилизация ситуации в Германии путем ориентирования негативных взглядов общества на власть. Как сообщают британские СМИ, атаки и изнасилования немецких женщин в новогоднюю ночь в Кёльне были полностью инициированы и проплачены из Москвы. Целью этих акций было вызвать взаимную ненависть между беженцами с Ближнего Востока и немецким населением и тем самым создать правительственный кризис в Германии. Также Кремль может стоять за антиисламскими погромами и массовыми демонстрациями ультраправых немецких националистов, которые прошли в начале года по многим крупным немецким городам. Ранее политологи и эксперты уже высказывали мнение, что Москва пытается взорвать внутриполитическую ситуацию в Германии и использует беженцев, а также недовольство местного населения, как гибридное оружие. Абсолютно уверен, что это все было организовано. Причем не один я читаю прессу, да, перед заказчиком, то есть перед условным российским правительством, который, я уверен, на это выделял какие-то средства. Я не знаю, в лице кого конкретно, но это как бы детали. Да. Это было, видимо, подано так, что русскоязычную общину мы сделаем детонатором волнений против Меркель, и тем самым она раскачает остальных немцев, и мы по этому поводу беженцев всех там свалим, устроим здесь бучу. Я думаю, это именно так это все. Потом, значит, под эти разглагольства выделяется бюджет. Наиболее ярким примером того, как российские и немецкие СМИ были использованы для манипуляции общественным мнением, стала история с якобы изнасилованной мигрантами русской девочкой Лизой. И только быстрые профессиональные действия немецкой полиции, доказавшие, что никакого изнасилования не было, опровергли эту информацию. Официальной реакции из России на публикации в западной прессе пока не поступило. Отреагировал только глава Международного комитета Государственной Думы, телеведущий Алексей Пушков. Вот что в частности он сказал. У «Гардиан» помутнение мозга. Цитируют заявление кого-то там из Риги, будто Россия хочет с помощью беженцев свалить Меркель. Конец цитаты. Между тем, это не первое заявление со стороны НАТО по поводу гибридных действий России в Европе. На прошлой неделе главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Бридлов заявил, что Россия своими бомбежками в Сирии специально создает потоки беженцев в Евросоюз. Я не могу найти другого объяснения действиям Башара Асада по преследованию своих собственных сограждан на протяжении всей его военной кампании. Как боевой пилот я понимаю баллистику доставки оружия. На сегодняшний день нет точных методов использования баррельных бомб для уничтожения военных объектов.
Предназначение баррельных бомб — терроризирование гражданского населения. Они заставляют людей покидать дома и бежать куда-то, где они становятся проблемой для кого-то другого. Я не вижу никаких иных причин для использования Башаром Асадом и российскими военными оружия неизбирательного действия, кроме как заставить людей спасаться бегством, превращая их в проблему для других. Как сообщает немецкое издание Bild, с понедельника в России начались крупнейшие за последние 25 лет испытания ядерных ракет дальнего радиуса действия. При этом, согласно официальной версии, Россия будет проверять боеготовность своего ядерного флота, но, как сообщают немецкие журналисты, истинная цель испытаний – продемонстрировать российскую военную мощь Соединенным Штатам. По информации издания, под видом учений 2 российские подводные лодки типа «Борей» дадут одновременный залп 16 баллистическими ракетами из подледного положения в Арктике. Ключевым моментом испытаний должны стать именно залповые пуски. Они станут проверкой российских сил ядерного сдерживания в их готовности нанести встречный ядерный удар в случае войны. Последний раз подобные испытания проводились в 1991 году. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев провел совещание в Генштабе республики. Одной из основных тем встречи с руководителями военных структур стал вопрос о взаимодействии с главным стратегическим партнером Россией. Генералы отчитались президенту о ходе поставок российской боевой техники в Кыргызстан, которая, по заключенным ранее соглашениям, будет поставлена на сумму в $1 миллиард США. Ранее Москва и Бишкек договорились о создании в республике российской объединенной военной базы с центром управления на авиабазе российских ВВС «Кант». Недели ранее Атамбаев побывал в Москве, где встретился с президентом России Путиным. В результате встречи Россия в рамках военного сотрудничества выделила Кыргызстану $30 миллионов безвозмездной помощи. Средства пойдут на строительство социального жилья для военнослужащих. Казахстан нарушает свои обязательства по международному праву. Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International, которая представила в Алма-Ате доклад о нарушениях прав человека в республике. Речь, в частности, шла о применении пыток в тюрьмах. По данным правозащитников, из 640 жалоб на пытки и жестокое обращение рассмотрено только 13. Эти цифры были получены в результате 4-летнего исследования. Эксперты считают, что причиной такой ситуации является неспособность властей наказывать тех, кто издевается и пытает заключенных. Должен сказать, что ключевым моментом здесь является именно фактор безнаказанности, так как безнаказанность оставляет тех, кто получил обвинение в этих преступлениях, без правосудия, и жертвы пыток долгое время находятся в состоянии полной фрустрации. Команда спасателей на казахстанском горнолыжном курорте Шимбулак пополнилась необычным участником. 2 года назад к ним присоединился инвалид. Алексей Ретивых в детстве получил тяжелую травму, в результате которой ему ампутировали ногу. Несмотря на это, Алексей сумел не только жить дальше, но и спасать жизни других людей. История удивительного человека в репортаже Дмитрия Белякова. Поступила информация чуть-чуть ниже, буквально около 100 метров, комби 2 вверх, комби 1 вверх, лежит девушка, вывихнула или поломала ногу. Таковы трудовые будни спасателей на горнолыжном комплексе Чимбулак, неподалеку от Алма-Аты. Каждый день им поступают десятки обращений, травмы, растяжения, бывают и серьезные переломы. Вместе со своими коллегами сегодня на посту, наверное, самый известный среди алматинцев спасатель Алексей Ретивых. Его история удивительна и не может не вызывать уважения. В 11-летнем возрасте Алексей получил серьезную травму. После удара электрическим током он 1,5 года пролежал в больнице, заново учился ходить. Отец Алексея профессиональный лыжник, и Леша с детства мечтал встать на лыжи. 2 года назад он решил, что пришло время попробовать. Здесь соревнования проходили, скоростной спуск массовый. И снежок такой шел так красиво, вообще было шикарно. И вот после этого я прям, не знаю, так загорелся. Думаю, была не была, попробую. Почему? Люди ж катаются тоже, вот там в Паралимпиаде участвуют. Думаю, дай-ка попробую. Регулярно катающегося Алексея заметило руководство горнолыжного курорта. Сначала ему выписали бесплатный абонемент, а после предложили попробовать себя в профессии спасателя. Этот сезон для Леши уже 2-й на столь ответственной должности. Никогда не сталкивался с такой работой, да, это все-таки ответственность большая. Вот. Ну, ничего, попробовал. Сперва сложно было учиться, там, да, вот, много, конечно, недочетов было. Но потихоньку, сейчас проблем нет.
Необычный спасатель сразу стал широко известен среди алматинских лыжников. А в этом году в социальных сетях проходит целая кампания по поддержке Алексея. Его друзья открыли блог в Инстаграме, ведут страничку и в Фейсбуке. Дело в том, что Алексею требуется серьезная операция по ангиопластике сосудов. Сделать ее могут в Южной Корее. Сначала Алексей сопротивлялся идее, он привык всего добиваться в жизни сам. Но позже понял, что это его единственный реальный шанс. Есть такой парень Леха, у которого сила воли больше, чем у нас всех взятых. Несмотря на производственную травму, он осуществил свою мечту, встал на лыжи. Но на этом он не остановился. Он устроился спасателем на Чембулаке. То есть, это знакомый ваш человек или это незнакомый? Нет, это незнакомый человек. Часто пишут незнакомые люди? Часто пишут. Очень часто пишут. И приятно читать. Я говорю, прочитаешь прямо как-то подъем такой. После операции на сосуду Алексей собирается приобрести протез. Он говорит, что в Казахстане не делают хорошие протезы. Он пробовал покупать, но носить больше часа его не получается. Надеется на то, что после восстановления циркуляции крови он сможет попробовать еще раз. Главное желание – это самое важное. И надо не отчаиваться, да, не настраивать себя на какие-то там негативные мысли. Наоборот, стремиться жить, радоваться жизни надо. Казахстанцы уже собрали более $3000 США на операцию Алексею. Приблизительная стоимость лечения первых 2 этапов восстановления – $80 000. Все отчеты по сбору средств каждый вечер публикуются на страничке Алексея в Инстаграме. Там же есть все его банковские реквизиты. Дмитрий Беляков, Павел Энгельгард. Настоящее время. В центре Бишкека прошел марш в защиту прав женщин. Он был приурочен к Международному женскому дню 8 марта. Эта акция была направлена на положение женщин в Кыргызстане. Девушки с плакатами «Вперед! Навстречу гендерному равенству» в сопровождении барабанного боя старались привлечь внимание горожан. Женщин призвали не ограничиваться лишь подарками и цветами от мужчин на праздник, а активно бороться за свои права. Бишкекское феминистское движение и другие активисты хотели напомнить, что первоначально день 8 марта стал отмечаться как день напоминания женщинам о своих политических, социальных и экономических правах и равном участии с мужчинами во всех сферах общественной жизни. В своей акции мы хотим напомнить предысторию праздника. 8 марта – днем, когда женщины заявили о своих равных правах во всех сферах общественной жизни. Митинг проходит рядом с памятниками Курманжан Датке и Уркуэ Салиевой. И это не случайность. Эти женщины несли в историю страны большой вклад. Далее в программе. Турецкая полиция открыла огонь резиновыми пулями по читателям закрытой властями оппозиционной газеты «Заман». Противостояние граждан и полицейских из-за запрета самой популярной турецкой газеты продолжается уже 3 дня. В Турции сейчас нет справедливости. Мы считаем, что происходит вторжение в медиапространство. Apple против ФБР. Почему Тим Кук отказывается передать под контроль американских спецслужб личные данные пользователей всех айфонов? Они хотят заставить нас написать программу, которая бы сделала уязвимыми сотни миллионов наших клиентов по всему миру. В Стамбуле уже несколько дней тысячи протестующих митингуют под окнами главной оппозиционной газеты Турции «Заман». Редакция этой самой массовой турецкой газеты, тираж которой превышает 650 000 экземпляров, была штурмом взята сотрудниками полицейского спецназа по обвинению в коррупции. На 3-й день протестов полиция вновь применила оружие против читателей газеты «Заман». Полицейские стреляли по собравшейся толпе резиновыми пулями и применяли слезоточивый газ. Среди пострадавших много женщин. Те, кто пытается защитить газету, не верят в версию властей о коррумпированности редакций и утверждают, что главной причиной гонений на издание является личная ненависть президента Турции Эрдогана к запрещенному в стране проповеднику Фетуллаху Гюлену, которого считают вдохновителем газеты. В Турции сейчас нет справедливости. Мы считаем, что происходит вторжение в медиапространство. Но когда-нибудь это закончится. В истории много тиранов, на совести которых много человеческих жертв. Но они всегда получают по заслугам. В обществе должны звучать разные мнения. Вот что я считаю. Один голос ничего не значит. Поэтому мы собрались здесь, чтобы показать, сколько таких, как мы. Тех, кто поддерживает редакцию газеты. В защиту редакции уже выступили многие европейские политики. Они призывают Эрдогана соблюдать международные нормы в отношении прессы. О том, как развивались события вокруг газеты «Заман», в репортаже «Рейтер».
Полицейские в Стамбуле применили слезоточивый газ и водометы для разгона толпы протестующих, собравшихся у здания редакции оппозиционной газеты «Заман». В пятницу турецкий суд вынес решение о назначении новой администрации у популярного издания. Однако протестующие уверены, власти таким образом пытаются задушить свободу слова. «Заман» – одна из крупнейших турецких газет. Ее тираж составляет 650 тысяч экземпляров. Владеющий ей медиахолдинг «Феза» связывают с движением «Хизмет», духовным лидером которого является проживающий в США Фетуллах Гюлен. По мнению президента Турции Таипа Эрдогана, Гюлен стремится свергнуть действующее правительство. К сожалению, уже вошло в привычку в последние 3-4 года, что каждый, кто открыто высказывается против политики действующих властей, либо сталкивается с судебными исками, либо вот с таким произволом правительства, говорит шеф-редактор газеты. Это темный период для нашей страны, для демократии, но я не думаю, что он продлится долго. Вскоре полицейским удалось оттеснить толпу, после чего они вскрыли ворота и ворвались в здание. На записи видно, как между стражами правопорядка и сотрудниками издания начались столкновения. К событиям в Сирии. Как сообщает иранское информационное агентство Тасним, в так называемой столице террористического халифата Ракка местные жители устроили восстание против исламистов и даже отбили у них несколько городских районов. Также был освобожден один из мостов, над которым был поднят сирийский национальный флаг. Как сложилась судьба восставших, пока неизвестно, но и другие источники сообщают, что в Ракке имели место ожесточенные бои. Напомним, что город Ракка был взят под контроль бандами Исламского государства и Джабхат ан-Нусра в марте 2013 года. Между тем, как сообщает Рейтер, после масштабных ударов российских и американских ВВС по позициям исламистов резко увеличилось количество дезертиров из рядов ИГИЛ. Агентство Рейтер опубликовало видео, на котором целое подразделение теперь уже бывших джихадистов собирается сдаться умеренной сирийской оппозиции. Вы были в ИГИЛ? Да, вот мои документы. Это наш отряд. Мы сейчас координируем свои действия с легионом Аль-Шам. Почему вы уходите? Что с вами сделали в ИГИЛ? Они убивали нас, они называли нас неверными. Они приходили к нам домой, они нам не доверяли. Мы их поддерживали, они все равно нам не доверяли. Как они относились к вам? Очень плохо. Если 4 свидетельствовали против кого-нибудь одного, они сбрасывали этого человека с крыши. В Москве в день очередной годовщины смерти Иосифа Сталина к его могиле выстроились огромные очереди. Был даже специально организован флешмоб «2 гвоздики для товарища Сталина». Почтить память бывшего вождя всех народов на этот раз пришли тысячи людей. За последние годы качественный состав сторонников Сталина изменился. Если раньше среди его почитателей были только радикальные коммунисты, то сегодня к ним присоединились так называемые патриоты и государственники. Среди возлагавших цветы в этом году было рекордное количество молодых людей и детей. Тем временем в России, как и во времена Сталина, возродилась практика публичных доносов. В Екатеринбурге продолжается преследование матери-одиночки, которую осудили за проукраинские посты в соцсети. На этот раз одна из патриотично настроенных местных активисток попросила правоохранительные органы проверить на причастность к экстремизму всех, кто помогает осужденной. Ну, это как бы одно из... Это самое мягкое, самое мягкое. Она, не стесняясь, а даже с какой-то гордостью показывает нам, как теперь ее называют. Стукачка самая невинная. Под рукой лежит и тот самый донос, отправленный куда надо. В полицию, ФСБ и прокуратуру. Даже если брать донос в понятии вот советской России, это как минимум тайное обращение. То есть я сделала его открыто, я не постеснялась. Я выразила свою гражданскую позицию. Почему, когда оппозиция выражает свою гражданскую позицию, это считается... видимо, их гражданской позиции. А когда я делаю обращение в государственные органы, это почему-то назвали каким-то неадекватным словом «донос». Екатерину Вологжанину осудили по статье «Экстремизм». 46-летняя продавщица размещала у себя посты, осуждающие внешнеполитический курс Кремля. Ноутбук, с которого она сидела в сети, приговорили уничтожить, как орудие преступления. Компьютер женщина покупала в кредит дочке. Сочувствующие ей пользователи предложили скинуться на новый. Валерия утверждает, это прямое финансирование экстремизма. Я считаю, что демонстрировать пренебрежение к действующей системе государственных органов, в том числе судебной власти, и в такой резкой, негативно выраженной форме, этого делать нельзя. Но это личное мое мнение. Опять же говорю, что... Несмотря на то, что у нас в стране свобода слова.
Свобода слова, но у нас есть, извините, еще уголовный кодекс. Валерия Рытвина 23 года. Себя девушка называет патриоткой. Студенткой, участвовала в конкурсах законотворцев. Вот и грамоты от областных властей имеются. Потом стала активистом провластного народного фронта. Мониторит сайт госзакупок, проводит ревизию неоправданно дорогих заявок чиновников и пишет, куда следует. Но расти надо. И вот Валерия берется за проверки страниц живых людей в соцсети. Писать жалобы она уже хорошо научилась. Как можно назвать поступок женщины, которая написала донос на ребенка за то, что ему подарили ноутбук? У меня нету цензурных названий, извините. Сама Екатерина Вологжининова выходку 23-летнего юриста не комментирует. Она вообще сейчас очень сдержана в оценках. За 3 дня активисты собрали 70 тысяч рублей и купили ее дочке ноутбук. Деньги, что остались от покупки, передали адвокату для очередной лингвистической экспертизы, чтобы обжаловать решение суда. У органов, куда пожаловалась Валерия, есть месяц на ответ по ее заявлению. Екатерина Пономарева и Илья Новиков. Для настоящего времени. Почему компания Apple отказывается помогать ФБР? Спецслужбы США просят разблокировать смартфон террориста. Как заявляют в ФБР, речь идет о безопасности граждан. Однако Apple считает, что доступ к личным данным одного человека создаст прецедент. И в будущем такая мера может быть использована против любого владельца айфона, а их более 700 миллионов. Доводы каждой стороны изучала Дарья Соловьева. Эта история могла бы лечь в основу голливудского фильма. Страшные преступления, убийцы, ФБР и один-единственный телефон – iPhone 5s, ставший главным героем. Этот беспрецедентный приказ напрямую нарушает Конституцию США. Его исполнение несет ущерб гражданским свободам, обществу и национальной безопасности. Так в Apple прокомментировали решение суда, обязывающее компанию разблокировать смартфон террориста по запросу ФБР. Но почему Тим Кук не хочет помочь? Ведь речь идет о массовом убийстве. Более того, возможной связи убийц с террористической группировкой. 2 декабря 2015 года Саед Резван Фарук и его жена ворвались в центры для людей с ограниченными возможностями в калифорнийском городе Сан-Бернардино и открыли беспорядочную стрельбу. 22 человека получили ранения, 14 погибли. Единственным, что осталось от супружеской пары, убитой в перестрелке с полицией, был мобильный телефон Фарука. Казалось бы, что может быть логичнее, чем помочь спецслужбам вычислить всех злодеев. В конечном итоге мы должны поставить интересы общественной безопасности выше интересов их прибыли. И эти компании должны сотрудничать с правоохранительными органами. Почему же Apple противится? Правда, боится потерять деньги? Начать нужно с того, что для защиты данных пользователей Apple вся информация хранится в зашифрованном виде и защищается паролем. Подобрать его методом грубой силы, перебором вариантов цифр, невозможно. После 10 неудачных попыток все данные просто исчезнут. Чтобы исполнить решение суда, компании нужно всего лишь предоставить ФБР небольшую программку, позволяющую подобрать пароль к тому самому телефону террориста. Вот только есть 2 «но». Во-первых, эта программа позволит подобрать пароль для любого из более чем 700 миллионов проданных смартфонов Apple. Речь идет не об одном телефоне, а вообще о будущем. Они хотят заставить нас написать программу, которая бы сделала уязвимыми сотни миллионов наших клиентов по всему миру, включая США. Во-вторых, такой программы пока просто не существует. В 2014 году с выходом операционной системы iOS 8 компания Apple вывела защиту личных данных на новый уровень, полностью исключив возможность кому-либо, включая саму корпорацию, получать доступ к данным в обход пароля на смартфоне. Можно ли написать программу, которая позволит подобрать пароль? Можно, говорят в Apple, но мы не будем. Почему? Тут опять ответа 2. Во-первых, компания не хочет терять доверие людей, хранящих огромное количество личной информации в их телефонах. Кто знает, сможет ли ФБР уберечь программу взломщик от хакеров. В последнее время даже личные переписки глав государства можно в интернете найти. Во-вторых, если Apple выполнит требования властей, появится прецедент. А в США это как закон. Сначала пароль, а что потом? Разумеется, потенциально так оно и будет. Любое решение суда по любому делу потенциально становится прецедентным для других судов. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.